Привет, я Малена. А меня зовут Рома, И вы смотрите 6-ю серию проекта «Этнодевчонки в поисках счастья». где мы узнаем секреты счастливой жизни разных народов. Меня зовут Диана, и я вам расскажу о счастье армянского народа. Диана – начинающий мастер-бровист-визажист, участница армянского танцевального коллектива. В детстве пробовала себя в разных видах творчества, училась в художественной школе, оттачивала вокальное мастерство. Сильными сторонами характера считает честность и чувство справедливости. Уверена, счастье заключается в мелочах. Готовы? Поехали! Бари Галус, добро пожаловать в армянскую семью. Рады вас видеть в нашей семье. Малена, а сегодня я предлагаю тебе попробовать приготовить нашу армянскую гату. Нам понадобится тесто, скалка, чтобы раскатать тесто, начинку сладкую берем, это у нас масло и сахарная пудра, и муку, чтобы присыпать тесто. Вообще, мы можем его в любом виде гату нашу сделать. Кто-то делает в качестве пирога, кто-то делает рулетиком, кто-то делает кусочками. Здесь масло, перетертое с сахарной пудрой. Получается очень сладкая начинка, вкусная. Если вы хотите гату не сладкую, можно заменить сахарную пудру на соль. Немножко посолить, и гата получится соленая, что тоже очень вкусно. Армянская слоеная гата у нас готова. Как вы видите, она очень хорошо раскрылась, признак того, что мы все сделали правильно и красиво. Ну а к армянской гате давайте подадим наш армянский кофе. Рома, мне понадобится твоя помощь. Давайте помолим немножко кофе. Давайте. А в чем особенность армянского кофе? Мы готовим его, соблюдая традиции наших бабушек и прабабушек, поэтому он получается таким насыщенным и вкусным. Как получается у вас сохранять традиции вдалеке от исторической родины? Ну, вы знаете, мы очень дружны. Здесь у нас есть армянская община, мы постоянно поддерживаем связь здесь и на родине, конечно, постоянно звоним, смотрим новости. Поэтому нам не составляет труда и только в удовольствие соблюдать наши традиции. А это памятник создателю армянского алфавита. Он же был служителем армянской апостольской церкви. Приглашаю поближе познакомиться с армянским алфавитом. Пойдемте. Скажите, пожалуйста, а сколько букв в армянском алфавите? В армянском алфавите 39 букв. Это всеми научными сообществами признано, что это совершенный алфавит. А вы можете перечислить буквы армянского алфавита? А, Б, Г, Д. Всего 39 букв.
Маго, а что это за музыкальный инструмент? Это армянский инструмент. Называют тулуп. Сделано абрикосовым деревом. 6 пальцев – это до. Угу. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Угу. Все. Видишь, получается. Давай я Очень щас тяжело. по-русски играю. Поднимаем руку. Идем. 1, 2, 3, 4. Как бы раскрываемся. Это армянская церковь, начато строительство в 2010 году, окончено в 2015 году. Армянская апостольская церковь в Ижевске сегодня одна из достопримечательностей города. Строилась на средства общины, как духовно-культурный комплекс с национальной школой и библиотекой. Рядом мемориал невинным жертвам геноцида армян 1915 года. Здесь же воссоздана Армения в миниатюре с горой Арарат и озером Сиван. На территории церкви проходят главные события в жизни армян республики. Здесь звучат предложения выйти замуж и проходят религиозные праздники. В чем заключается счастье для вас? Для меня и, наверное, для каждого человека счастье заключается, когда у человека есть хорошая семья, хорошая жена, дети, есть хорошие друзья, есть любимая работа, любимая профессия, есть здоровье у человека, и человек уважаемый в среде, в обществе. Конкретно для меня я человек счастливый, потому что это все у меня есть. Это традиционный армянский тондыр. Ну, тут сделано из кирпичов, но вообще-то армянский тондыр делается из глины. Такой особого вида глины, не все глины подойдут, сильно размешивают и делают тондыр. А тондыр вообще-то закапывают в землю с целью того, чтобы и тепло было, сохранили тепло. В тондыре пекут хлеб, армянский традиционный лаваш. Можно и там и кашу варить, и суп варить. Самый вкусный шашлык и лаваш получается, когда делается в тондыре. А сейчас я вам предлагаю попробовать особые лепешки. А что в них особенного? Узнаете. Где инструктор кислой готовит соленые лепешки. Готовит либо вдова, которая прожила свою жизнь счастливой, либо бабушка, то есть пожилой человек. Когда ты кушаешь эту лепешку, после нее нельзя пить воду. Для того, чтобы во сне тебе приснился суженый, который приложил бы тебе воды. Рома, хватит спать, пошли работать.
Диана, в чем для тебя заключается секрет счастья? Для меня счастье – это быть достойным для своего народа. Наше путешествие в мир армянской культуры подходит к концу. Но уже совсем скоро мы встретимся с новой одной девчонкой и отправимся в путешествие в мир национальных культур. Подписывайтесь на наш канал. Привет, меня зовут Диана, и я вам расскажу о счастье армянского народа. Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этно девчонки, мы ищем счастье свое.